Солончак – колыбель. Туркменский народ обладает богатейшим национальным достоянием. Одним из них является солончак – украшение дома. Считается, что колыбель-солончак необходим в каждом доме, так как туркмены желают, чтобы в доме были дети. Солончак устанавливается по-разному. Некоторые из них нужно раскачивать рукой, и тогда колыбель сама по себе качается. Туркмены новорожденного ребенка укладывают в солончак колыбель и качают. Считается, чем сильнее качают колыбель, тем здоровее будет ребенок. Колыбельная помогает успокоить ребенка, и во время ее раскачивания мать может заниматься различными делами по хозяйству. Мать каждый раз подходит и качает рукой колыбель, чтобы она не останавливалась. Таким образом, женщины занимаются домашней работой. По мнению ученых, раскачанная колыбель является своеобразным и символическим толчком к развитию ребенка. Когда ребенок лежит в колыбели, мать с особой любовью исполняет колыбельную. Ребенок комфортно спит и отдыхает. В каждом селе были мастера по изготовлению колыбелей. Ее изготавливали из дерева или железа, украшали на свое усмотрение. В настоящее время создаются современные виды колыбелей, но все равно мастера не так далеко отошли от традиции изготовления этих качающихся кроваток для детей. В комнатах, где установлены колыбельные, туркменские женщины не занимались ремеслами с использованием звукоиздающих инструментов. Колыбели бывали различных видов. Самые древние виды держались на толстой тесьме аладжа. Нижнюю часть колыбели создавали из килима, без ворсовых ковриков или одеяла. О туркменской семье, колыбели, колыбельные песни матери, о наших любимых матерях, много прекрасных произведений создано известными туркменскими поэтами. Вспоминаются стихотворные строки известного талантливого туркменского поэта Гурбанназара Эзизова. «Пусть всегда в доме не стихает качание колыбели». Эти строчки свидетельствуют о том, что туркмены в своих добрых пожеланиях всегда желали наличия в доме колыбелей. Мы считаем, что напевание мотивов и народное песнопение в первую очередь исходит от наших матерей. В те времена, когда еще не было слов, женщина со дня рождения своего младенца напевала мелодию для того, чтобы успокоить своего малыша. В эту мелодию женщина вкладывала нежную любовь к своему ребенку. Исполняя колыбельную, женщина помогала спокойно уснуть малышу. А когда уже люди общались словами, то женщины для своего ребенка исполняли куплеты колыбельных песен. И таким образом мы можем сказать, что женщины создали колыбельные мелодии. В древние времена в юртах изготавливали солончаки, стеля в них мягкие матрасы. Вили толстые аладжа, тесемки из ниток контрастных цветов. Это можно увидеть в старых художественных фильмах. Alpaklarım talladan Seni veren Allah'tan Uzak ömür dileyin Huva valam huva hu. В куплетах колыбельных матери желали не только спокойного сна своему ребенку, но и чтобы он в будущем вырос полезным народу и родине человеком. Колыбельные делятся на два вида – для девочек и для мальчиков. В колыбельных, исполняемых для мальчиков, звучало пожелание матери о том, чтобы ее сын стал сильным и мужественным, бесстрашным защитником Родины, чтобы он защищал свою семью и в будущем стал сердаром, ханом или же султаном. И если матери в своих колыбельных произносили самые лучшие пожелания своим сыновьям, то своим девочкам они желали стать умелыми мастерицами, быть благовоспитанными, потому что женщина являлась основным украшением туркменской семьи.
Во все времена женщина пользовалась большим уважением и являлась авторитетом семьи. Куплеты колыбельных песен, звучавшие с первых дней рождения младенца и вобравшие в себя самые лучшие пожелания матери, играли важную воспитательную роль. Все колыбельные песни, исполняемые матерями для своего любимого ребенка, отличались особым чувством нежности и беззаветной материнской любви. Посредством колыбельных песен матери воспитывали своих детей в духе древних традиций и передавали от поколения к поколению присущие нашему народу самые яркие и лучшие национальные особенности характера. В каждой эпохе создаются новые колыбельные. Пусть в каждом доме будет установлен солончак и звучит колыбельная матери. Kuştay gayar görsün, dünya kedil için marka. Onu baksa yar görsün, dünya kedil için marka. Bağlanır alsa daşın, imay bilen sipar başın. Göreceğim